Исполнительный директор Кыргызской Федерации незрячих, паратриатлет, жена и мама. Так сама себя представляет Гульназ Джузбаева, которая изменила жизни незрячих кыргызстанцев, показала им, что можно жить полноценно, учиться, работать и быть самостоятельными. А еще Гульназ завоевала первую лицензию для сборной Кыргызстана на Паралимпийские игры, которые через пару недель пройдут в Париже. Я Гульназ Джузбаева, исполнительный директор Кыргызской Федерации незрячих, паратриатлет, мама, жена. Доктора говорили, что я не смогу учиться в обычной школе. Мне нужно учиться в специализированной школе для слабовидящих и слепых детей. Тогда была эта школа только в Бишкеке. А я родилась в городе... Я родилась и выросла на Исыкуле. И там родители меня не отдали в эту школу, а просто начала учиться в селе, в обычной школе. И там отучилась, и все. Когда уже закончила школу, родители сказали, что, наверное, ты не сможешь в город поехать и учиться, потому что, не вижу же. Тот год все ушли учиться, а как будто я одна осталась. И я начала там бить тревогу, бунт подняла, и начали родители искать. И на следующий год я поступила и начала учиться в этом Караколе. Я отучилась на факультете иностранных языков. Я в Бишкек переехала. Когда даже начала работу искать в школе, преподавать английский язык, было сложно мне, потому что в обычных школах было очень трудно было работать, потому что нужно же вести работу, планы писать, тетради детей, проверять задания, книжки читать. Вот в том плане мне было очень сложно. Обучение детей устному, так вести такой интерактив было несложно. Но я все-таки трудоустроилась в школу, но недолго работала. И в Бишкеке я поступила на массажиста, потому что меня тоже уговорили, что нет у тебя выбора, тебе только нужно стать массажистом. И вот я туда поступила, и там я познакомилась с очень многими незрячими ребятами, и там я начала задаваться вопросом, а почему так, а почему это не так. Поэтому потом я начала искать другие возможности. Я всегда хотела за границей попасть, и мне всегда показалось, что не в нашей стране, а в других странах что-то новое, что-то интересное есть. Поэтому начала всегда искать возможности за границей. И вот так я попала первый раз за границей в Индию в 2007 году и встретила очень много крутых незрячих ребят. Тогда, казалось мне. И потом у меня это желание учиться за границей, поехать, усилилось. А потом Индия мне открыла двери. Потом я поехала в Швейцарию, потом в Америку. В Америке реально у меня взгляды на жизнь поменялись, на жизнь незрячих. У меня тоже были какие-то ограничения, такие мысли, что незрячие определенные вещи не могут сделать. Там я убедилась, ничего невозможного нету. И вот так, с этой идеей, с этими амбициями приехала в Кыргызстан и начала нашу деятельность, обучать других. В 2012 году я приехала с Америки, я отучилась в Америке. И тот модель, который проводит для незрячих, чтобы жить самостоятельно в Америке, есть специальные тренинговые центры. В том месте я получала реабилитацию, обучение, и я привезла эту методику, принцип,
И 2012 года я начала здесь вот этот модель адаптировать на наши реалии и начала обучать незрячих. Каждые 6 месяцев 10 человек обучала, и из этих ребят я набрала группу себе из этих же выпускников. И вот в 2017 году создали Федерацию незрячих. А до этого мы трудоустроили в 2016 году девочку на работу. Но вот также у нее не было школьного, вообще образования не было. И она не могла даже дальше поступить в университет. Она хотела, конечно, учиться. Получается, первой школой мы были, да, обучили ее читать, писать. Она даже алфавита не знала. Поэтому пришлось ее трудоустроить в кафе именно посудомойщицей. Это был такое первое начало, да, нашего пути, который начали, да, первый опыт, который мы начали трудоустраивать. И она показала очень хорошие результаты, все сомнения ушли, она там работала, она даже радовалась, что она работает, вышла, сколько ей было, где-то 20-21 год, по-моему, и она из дома никогда не выходила, дома сидела. Даже в школу не ходила, никуда не выходила. И вот после наших работ, после реабилитации она трудоустроилась, она начала зарабатывать деньги. И это дает уверенность и вот полноценность, да, человека. Вот. И потом она замуж вышла, родила, и сейчас она живет самостоятельно в Жалалабаде. С тех пор, как я начала вот работать, у нас уже 120 выпускников. А среди этих выпускников почти все живут как бы самостоятельно, приобрели самостоятельность, очень многие работают, многие занимаются спортом, многие учатся, некоторые даже открыли свое дело. Да?